Здравствуйте! Сегодня мы с вами начинаем цикл тем про продукты Google, про облачный офис. На самом деле компания Google уже известна всем давно, так как является основной поисковой системой интернета, а также компания Google выкупила операционную систему Android, и все те, у кого есть смартфоны, должны быть уже знакомы и слышали название Android. Кроме того, у Google есть свой браузер Google, тоже очень известный продукт. Но мы начнем с вами изучать именно облачный офис Google, как им пользоваться, какие у него есть преимущества по сравнению с стандартным офисом, к которому мы привыкли. И вообще поговорим про то, как пользоваться облачным офисом от компании Google. Итак, это совсем небольшая презентация. В основном мы с вами будем заниматься сейчас практической частью и поговорим сначала про аккаунт от Google. Наверняка, если у вас есть телефон и у вас есть именно телефон от Android, да, системы Android, у вас есть Google Market, где вы скачиваете программы, устанавливаете на свой телефон. Это говорит о том, что у вас обязательно есть аккаунт Google, то есть при регистрации телефона вы наверняка его завели. Но дело в том, что многие не помнят пароль по каким-то причинам, уже забывают. В таком случае можно пройти этапы восстановления пароля, либо зарегистрировать новый аккаунт Google, потому что именно имея аккаунт Google, мы открываем все возможности его облачного офиса. Регистрационная карточка, скажем так, да, выглядит вот таким вот образом. Вы вводите, на самом деле этап регистрации он очень быстрый, достаточно ввести имя, фамилию и придумать имя пользователя. Имя пользователя должен быть уникальным, то есть если у вас, например, да, вот ввожу фамилию Иванов, конечно, такой аккаунт он уже занят. Поэтому, если вы хотите придумать уникальный аккаунт, если ваша фамилия или ник уже заняты, вы можете прибавить к имени символы какие-нибудь, да, допустим, 2021, но, к сожалению, даже такой пользователь уже занят. Кроме того, вы можете использовать символы, чтобы добавить, допустим, вот так уже латинские буквы, цифры и точка. Оказывается, вот такой символ не разрешается, но если так введу, то уже имя пользователя не занято. Ну и остается придумать пароль, подтвердить его. Следующий шаг там будет дня рождения, своего телефона и дополнительной почты, но эти шаги тоже не обязательны, и можно просто создать и далее уже приступить к использованию вашего аккаунта. После того, как вы зайдете в свой аккаунт, у вас сразу автоматически откроется доступ к Google диску. Сейчас я расскажу, что это такое. Вот, например, как только у вас появится вход через свой аккаунт, вы увидите, что здесь есть вкладка, где вы можете посмотреть все сервисы от Google. Их очень много, но самые известные, самые используемые, давайте мы зайдем в сервисы и посмотрим, что же это за продукты. Это презентации, документы, Google Диск, таблицы, Gmail и YouTube. Конечно, YouTube тоже
самый известный продукт от Google. Далее посмотрим, в этом списке открывается доступ еще к другим сервисам, которые, возможно, не столь известны, но все равно они тоже на слуху. Вот переводчик от Google, фото, покупки и так далее. Здесь даже есть такой сервис, как класс для занятий онлайн, создание онлайн-классов для онлайн-учебы и так далее. То есть продуктов от Google на самом деле очень-очень много. Но мы с вами начнем. Давайте я зайду под новый. Я создала новый пустой аккаунт и посмотрю, что будет, когда мы с вами зашли в первый раз, скажем так, в свой аккаунт и заходим в Google Диск. Начнем именно с Google Диска, посмотрим, что же это такое. У нас, получается, Google выделяет, если, да, 15 гигабайт хранилища, то есть мы туда можем загружать свои документы, и в отличие от обычного диска, который мы храним на компьютере, облачный диск позволит вам держать под рукой ваши документы вне зависимости от того, где вы находитесь. То есть если вы зайдете в другом городе, если у вас есть интернет, зайдете под своим пользователем, то вы получите доступ ко всем документам. То есть вот облачный сервис в последнее время очень сильно получила развитие и преимущество именно мобильности, возможности работать из разных мест, и дает огромное преимущество в использовании именно Google сервиса и Google документов. Кроме того, мы также поговорим о том, что можно совместно использовать один и тот же диск, одни и те же документы редактировать онлайн одновременно нескольким людям, что очень даже полезно бывает не только для индивидуального использования Google, но и для компаний, для небольших, скажем, коллектива небольшого. Вы можете вести совместную документацию. Итак, у нас есть Google Диск, он у нас сейчас пустой и свободно 15 гигабайт. Мы можем здесь создать новую папку, новые документы. Делается это либо вот через панель инструментов слева кнопка большая «Создать», либо правая кнопка мышки, и мы вызываем контекстное меню, в котором мы можем и правой кнопкой мы увидим «Создать папку», загрузка файлов, загрузка папки, либо создание прямо здесь новых Google документов, Google таблиц. Ну, вот это мы все рассмотрим по порядку, что такое Google формы, Google документы и так далее. Сейчас давайте создадим новую папку. Название папки вводим, например, пусть это будут документы, создать. И вот у нас появилась новая папка. На самом деле все так же, как и в обычном диске на компьютере. То есть мы создаем документы, мы можем туда загружать в папки свои какие-то файлы из компьютера. Вот, допустим, берем какую-нибудь картинку, пробуем его загрузить. Конечно, это происходит чуть медленнее, чем обычный диск компьютера, так как все-таки загрузка происходит через интернет. И далее мы уже пользуемся, здесь есть иерархия, мой диск, документы, и когда мы заходим внутрь какой-то папки, мы здесь наверху будем видеть доступ. Также мы здесь можем раскрывать мой диск, тут тоже мы видим иерархию документов, что удобно, похоже на проводник на обычном компьютере. Пока что мы с вами узнали, что такое Google Диск и другие сервисы, как ими пользоваться, как создавать новый аккаунт. И на следующих уроках мы с вами продолжим рассматривать другие возможности от сервиса Google.